Через четверть часа Гойтемир бежал в горы. Русские взяли его стан и принесли Козловскому личный значок ауховского наиба. На поле боя подобрали 20 брошенных чеченцами тел. Потери: 2 офицера ранены и 2 контужены. Нижних чинов ранено 17, контужено 4, лошадей убито 7, ранено 8. Козловский выставил возле своей палатки значок Гойтемира и часто им любовался. Красиво как развивается, парча. Озлобленный Гойтемир просил соседних наибов прислать помощь, но Талгик, Атабай и Саид-Дудола отказались. Сам Шамиль им приказал помочь и обещал прийти на помощь с войсками из Дагестана, но так и не пришел. За такими развлечениями русские понастроили в Хасавюрте, огороженном валами, землянок, шалашей из кукурузной соломы. Стал Хасавюрт штаб-квартирой Кабардинского егерского полка. После, конечно, городишко отстроился, но служилось и жилось в нем скучно и трудно, и кладбище солдатское росло и расширялось быстрее города. Да это и не удивительно, ибо, как отмечал Торнау, кавказские войска обыкновенно страдали и гибли несравненно более от болезней, чем от неприятельского оружия. В Хасавюрте оставили 3 батальона кабардинцев, еще 1 батальон в Герзель-Ауле и 1 в Куринском, где уже стоял 12-й Кавказский линейный. Но Козловскому этого оказалось мало, и он писал в Грозную Фрейтагу. Хотя редко, но весьма часто встречаются прорывы неприятельских партий на вверенную мне кумыкскую плоскость. Прошу, ваше превосходительство, прислать мне моментально, то есть недели на 2, в подкрепление 2 роты из Грозной. После Хасавюрта Бакланов 3 казаков, особо отличившихся, к чину урядника представил: Алексея Нечаева, Усть-Белокалитвенской станицы, Матвея Моисеева из родной Гугнинской и Игната Михайлушкина из Пятиизбянской. Значились они в этих чинах с 1 июля 1846 года. 2 последних прибыли в полк номер 20 переводом из отслужившего полка номер 11. 14 июня у Хасавюрта сотня полка номер 20 участвовала в фуражировке. 6 рот кабардинского полка и казаков послали на правый берег Ямансу забрать сено. Сам Козловский участвовал в этой поездке и с конвоем из милиционеров отдалился. Гойтемир, оказывается, его поджидал в засаде и с 300 всадниками погнался за Козловским и милиционерами-кумыками. Казаки бросили сено, посадились на лошадей и поскакали Козловского выручать. В бою 2 казака были ранены, 1 контужен, 1 лошадь убита. В конце июня возникли слухи о предстоящем набеге Шамиля на кумыкскую плоскость. Генерал Витовский, сменивший Козловского на посту командующего войсками на этом участке, прекратил покосы, а коннице приказал стянуться к Куринскому, свел ее в 1 кулак на всякий случай. 30 июня Фрейтаг получил известие, что Шамиль уже в Чечне. Срочно стали собирать 2-й кулак у Амир-Аджи-Юрта. Направили туда Моздокской и Гребенской казачьи полки, дивизион «Драгун» и батальон Замостского полка. Из Грозной двинули пехоту в Умахан-Юрт. Еще прикрыли Кизляр.
там, около Лашчуринского поста, Донской полк номер 36 сменял отстоявших на линии казаков полка номер 13, и Фрейтаг приказал задержать полк номер 13, не отпускать пока на Дон. 1 июля Шамиль, по сведениям разведки, выступил из Шали к Аргуну, но 2 повернул на Мичик. 2 июля передовые отряды Шамиля выходили к Куринской, и у баклановцев случилась с ними перестрелка при фуражировке. Без фуражировки никак. От Дона до самих предгорий саранча все побила. Сено дорого, овса вовсе нет. Но Шамиль у Куринского не стал задерживаться, двинулся дальше на Ярык-Су. Русское командование, определив направление его движения, перебросило все свободные войска на Таш-Кичу. 3 июля сам Фрейтаг прибыл туда. Витовский доложил, что Шамиль стал на реке Ярык-Су, в верстах в 5 выше Хасавюрта, и, не дожидаясь ответа Фрейтага, атаковал стан Шамиля. В бою 2 русских офицера получили контузии. 1 солдат был убит, 8 ранены, 11 контужены. Шамиль отошел на другую позицию к урочищу Чумлы на Акташе. 4 июля Шамиль осадил Внезапную. Фрейтаг стал собирать войска, чтобы направить на помощь. Бросились князь Эристов со своим казачьим линейным полком и нижегородские драгуны, которые возвращались из командировки. Но застряла эта кавалерия на паромной переправе через Терек у станицы Червленой. В это время, судя по реляциям, отряд генерала Витовского от Хасавюрта двинулся к Внезапной, атаковал Шамиля, разбил и преследовал. А по воспоминаниям получается, что чеченцы появились под Хасавюртом и дали по укреплению несколько выстрелов, но бывший в укреплении Козловский догадался: это они нас отвлекают. Поднял он 2 роты кабардинского полка и бегом к Внезапной. Шамиль решил, что это авангард каких-то крупных сил, и ушел без боя. По другим воспоминаниям, Витовский выступил из лагеря под Хасавюртом на Внезапную с 3 батальонами. Пройдя 4 версты у Воровской балки, встретил чеченцев. Их толпища стояли от Воровской балки до самой крепости Внезапной. Считается, что в это время проходила бомбардировка чеченцами Внезапной. В крепости, набитой в результате фуражировки сеном, вспыхнул пожар, но человеческих жертв не было. Витовский вступил в бой и до темноты перестреливался с чеченцами через балку. Сотник Василий Захаров, бывший с полусотней полка номер 20 в командировке под Хасавюртом, после получил за бой 4 июля у крепости Внезапной орден Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость». Вечером чеченцы отвезли свои 3 орудия к урочищу Чумлы, а их пехота отстреливалась и прикрывала этот отход. 5 июля сам Фрейтаг подошел под стены Внезапной с резервами из Таш-Кичу. Сюда же явился Бакланов с 4 сотнями. Писали биографы, что водил Бакланов свои сотни в атаку на конницу Шамиля. Историки же считают, что 5 июля Шамиль бездействовал. В послужном списке сказано скромно: стычка с неприятельской партией и отражение ее. За этот бой получил Бакланов императорскую корону к Святой Анне 2 степени за отличие, храбрость и мужество в бою со скопищем Шамиля при отражении его с большим уроном от крепости Внезапной. Однако ни убитых, ни раненых после этой так называемой стычки в списках не значится. Видимо, на глазах у Фрейтага, который ему явно симпатизировал,
Бакланов разогнал чеченские пикеты и мелкие партии, которые крутились у внезапной. 6 июля Шамиль ушел из Чечни. 21 августа пригнали в полк пополнение 64 казака из 2-го военного округа. Это отслуживший полк Зарубина номер 10 на Дон отправляли, а те, кто не дослужил, поздно в полк прибыл или проштрафился, чем послали к Бакланову. Прибыли они как раз вовремя. Отмечено в документах отражение казаками полка нападения на фуражиров 23 августа. По полковым документам один казак Андрей Ожогин Нижнекундрючинской станицы был убит 22 августа 1846 года, а один Петр Таранов Раздорской станицы в этот день скоропостижно умер. Возможно, перед нами смещение из-за неточности в одном из документов. Далее случилось отражение партии, ворвавшейся на Кумыкскую плоскость 29 августа. 26 сентября чеченцы пытались угнать скот и пожечь сено у Куринского укрепления. Отбиты. Дальше стало еще тише. В октябре Шамиль с 12-тысячным войском хотел идти на юг, в лезгинские общества, но не решился из-за приближения зимы и обрушился на Приморский Дагестан. Однако тут Бебутов разбил его при селении Кутиши, и Шамиль на всю зиму притих. Осенью, как обычно, случилось в войске производство. В полку номер 20 31 октября 1846 года произведены были сотник Андрей Сергеевич Рубцов Сиротинской станицы в Есаулы, Хорунжий Аристарх Семенович Сидоров станицы Раздорской и Иван Иванович Балабин станицы Семикаракорской в сотники. Еще раньше, летом, произвели в Хорунжии урядника Александра Кустова Качалинской станицы из дворянских детей. Порадовались, глядя на эти царские милости. Потом узнали, что на Дону, в Новочеркасске, в августе храм рухнул. И испугались, в страх пришли от таких знамений. Но новочеркасские казаки, что в полку служили, не боялись и не удивлялись. При таком воровстве строительных материалов другое удивительно, что этот храм еще год назад не развалился. После августовских стычек в полку боевых потерь не было. С апреля по декабрь умерли от обыкновенных болезней 9 казаков. Один калмык умер в мае скоропостижно. 25 июня умер сотник Агап Кузнецов. В августе сбежал из полка Никита Кубин Верхнекундрючинской станицы, а в октябре татарин Джахия Рамазанов. Как в насмешку, чтобы покрыть эти потери, прибыл с Дона в подкрепление один казак Манычской станицы 10 июля 1846 года. Правда, имя у него было звучное – Павел Разорителев. И прибыл один урядник Аким Бударин Нижнекурмаярской станицы. Войсковое дежурство вызвало из полка на Дон по неотложным делам 2 казаков, а в декабре, соскучившись на Кавказе, отбыли на Дон по распоряжению оного дежурства Есаул Турчининов и Хорунжий Гуреев. Турчининову за какие-то прошлые грехи было предложено 12 ноября 1846 года подать в отставку. Зиму 1846-1847 года русские силы в Чечне посвятили рубке просек. Начинать решили с Малой Чечни. Шамиль хотел воспрепятствовать. Явился со всеми своими наибами. Пришли с ним Бата, Дуба, Талгик, Мухаммед Мирза Анзоров
Саибулла, Даниэль-бек и Нур-Али-мулла. Русских это не остановило. В конце декабря Фрейтаг разорил образовавшиеся между реками Гойтой и Рошной алдинские хутора, а отряд Нестерова в январе произвел набег на хутора по реке Оссе и прорубил туда просеку из галгашевских земель. На Кумыкской плоскости тоже зашевелились. На Крещение 6 января лазутчик сообщил, что будет нападение на Старогладковскую. Бакланов доложил по команде. Командир кабардинского полка генерал Козловский отсутствовал. Временно командовал генерал Витовский. Витовский стал скрытно стягивать войска к переправе между селениями Амир-Аджи-Юрт и Алхан-Юрт. Самое удобное место для чеченской партии, чтобы переправиться. Командир подвижного резерва полковник Майдель с батальоном кабардинского полка и полком Бакланова затаился в Куринском. Идеально было бы пропустить чеченцев до Терека и накрыть их вместе с Витовским на переправе. Вглядывались казаки и егеря в опушку Качкалыкского леса, вслушивались сквозь завывание ветра. Если чеченцы пройдут стороной, то на Тереке их все равно встретят, из пушек ударят. 2 ночи так ждали. Рано утром 9-го пластуны вышли в разъезд, но сразу же вернулись и доложили. Видели следы. Прошла ночью мимо крепости большая партия конных. День вставал теплый, сырой, пасмурный. Низину всю туманом заволокло. В 10 часу решились и пошли из Куринского на плоскость искать партию чеченцев. Только прошли Карасу, от Терека долетели орудийные выстрелы. Бакланов скомандовал и повел казаков крупной рысью на шум боя. За ним стали поспешать егеря Майделя. Чеченцев на переправу привел Бата Шанзуров. Сам чеченец. Детство провел он в Тифлисе, служил в конвое у Паскевича. Получил чин подпоручика местной милиции, но в 1842 году бежал к Шамилю. Шамиль поставил его мичикским наибом. Только чеченцы начали переправу, навстречу из зарослей на противоположном берегу огрели их картечью. Густая цепь стрелков поднялась из кустов и ударила по всадникам чуть ли не в упор. Не успели выбраться и отъехать на безопасное расстояние, как налетели на чеченцев казаки Бакланова. Метнулись наездники в сторону, понеслись к горам, прорываясь через крыло налетающей казачьей лавы. Гнал их Бакланов от Терека до гор. После боя подсчитали трофеи. Многим одеться можно, если побитых раздеть. Коней с пустыми седлами по всей плоскости ловили. Своих 2 раненых перевязали. Но те в лазарет ехать не согласились. Раны легкие, остались дослуживать. Один потом все же занемог и умер 4 февраля. Звали его Федот Чириков, и происходил он из Махинской станицы. Другой пожил дольше и умер уже в апреле. Звали его Григорий Яцков, и был он из станицы Каменской. Бата Шанзуров Бакланова запомнил. Редко кто так чеченцев до последнего времени гонял. Надо отомстить. И задумал Бата хитрость. Знал, что Бакланов по тревоге из крепости первым выскакивает. На это и понадеялся. Приготовил приманку. Спрятал главные свои силы в лесу неподалеку. Особую партию подготовил из пеших, чтоб вовремя под крепостью появилась, русскую пехоту отвлекла. 18 февраля увидели часовые с крепостной стены, что небольшая партия спустилась с гор и идет лощиной к горячим ключам из Тису в верстах в 4 от Куринского.
Вылетел Бакланов с 2 сотнями наперерез, проскакал 2-3 версты, и вдруг из лесу огромные толпы конных чеченцев обскакивают нехристи с запада, от Куринского отрезают. Все Бата рассчитал. Сколько сил у Бакланова, где стоят. Не учел 7-ю сотню по штату неположенную. Кинулась 7-я учебная сотня из Куринского на помощь отцу-командиру. За ней 2 конных орудия поскакали и 4 роты кабардинского полка. Кто беглым шагом, а кто и бегом. Бакланов меж тем свои сотни спешил и залпом смешал налетевших чеченцев. Стали те перестраиваться. Оглянулись. С тыла новая сотня налетает, и артиллерия пылит. Артиллеристы в 300 шагах развернулись. Первая — гранатой. Вздыбились чеченские лошади перед разрывом, сгрудились, смешались. Второе — в эту толпу картечью. Кинулись чеченцы пушки обскакивать, сбоку заходить. А там егеря. Частым огнем отогнали неприятеля прямо под пушки. Ударила артиллерия еще раз. А тут и 7-я сотня налетела, и Бакланов свои 2 в седло посадил. Оставив, не подобрав несколько тел, помчались наездники в лес, в горы. Бакланов далеко их не преследовал, опасался еще какого-нибудь подвоха. И точно, с крепостной стены пушки ударили. Это чеченские пешие толпы явились под крепостью русскую пехоту отвлекать. Явились, правда, к шапочному разбору. Бакланов поспешил к крепости, а чеченцы, попав под ядра и завидев вдали чужую конницу, дружно сыпанули в лес и оттуда больше не показывались. После всей этой тревоги и бешеной скачки подсчитали потери и трофеи. 1 казак ранен. Раненый потом все же умер. Скончался 14 марта, звали его Ефрем Орехов. Происходил с Донца из станицы Калитвинской. Вроде и удачно все кончилось, но Бакланов негодовал. Лес на нашей территории, а для нас чужой. Ходят по нему где хотят. Стал он, помимо 7-й сотни, готовить команду пластунов. Слово «пластун» впервые официально было употреблено генералом Власовым 7 января 1824 года. Донского генерала Власова поставил царь командовать войсками на Кубани, и решил Власов собрать из черноморских казаков для борьбы с закубанцами команду лучших стрелков или пластунов. Отбирал по 10-15 человек с куреня. И Бакланов набирал в свою пластунскую команду по доброй воле лучших стрелков и лучших разведчиков. Разведать надо этот лес, излазить скрозь, чтоб каждый кустик знать, поучал он казаков, записавшихся в эту команду охотниками. А потом засады в нем делать будем. Лес излазили, даже за Мечик ходили, далеко забирались. За Мечиком в предгорьях места тихие и красивые. Озера, а в них летом лебеди плавают. Один кумык на плоскости Бакланову как-то рассказал, что жили тут 2 брата. Младший над старшим хотел подшутить. Стал к его отаре подкрадываться. А старший не разобрался и младшего убил. Грустил сильно, огорчался. Боги над ним сжалились и превратили в лебедя. Вот он до сих пор и грустит, голову свесил.